от дороги увидел первого гриба. Вон он. По пути можно чернику в рот закидать. Вон он. Он сладкий тут. Да и вообще он спелый. Вот когда от листва вот так уже краснеет. Брусничное поле. Вон, смотрите. Красота. На ягоде так красиво. Вон. Это, знаете, блин, этому дереву, наверное, этой отметке, наверное, 100 лет. А тут зеть стоит. Никакая грибница от этого не погибает. Это просто зависть, человеческая зависть пишет, вот и все. Вот один гриб нашел. Ух, хороший. Повезло. Видели, какой ягель тут хороший. Белым бело. В следующий раз я сам навигатор возьму, свой, охотничий. Этрикс 20. Он с точностью до миллиметра показывает. Ну, давайте еще посмотрим. Опа! Черный зарокарка. Вот такая изба тут. Да? Так и добываем. На заварку уже набрали. Вон они. Почистить. И вот вам чай, выживальщики. Ну вот, ребята, вот то самое место, где я зимой был с палаткой. Ну и еще второй раз приезжал на рыбалку в это же место.
Всем большой привет из Коми. Ну вот, ребят, многие ждали, когда я спущу лодку. И сегодня первый раз я на лодке, первое испытание. Вот такая лодка получилась, честное слово. Вы сами видели, как хорошо идет он по воде, устойчивый. Я смело могу там танцевать, петь, все что угодно. Можно сети закидывать, можно еще переправляться, переходить через речку, хоть весной по большой воде. Я уверен в своей лодке. Были комментарии, что я много-много чего неправильно сделал, но я проглотил ваши комментарии. Пишите, что хотите. Но я за свою лодку уверен. Ну, давайте посмотрим. Вот он как выглядит на воде. Когда на берегу он большой, он такой смотрится. А здесь на берегу он как будто уже, ой, на воде он как будто уже чуть-чуть маловат. Но еще раз говорю, что лодка самая то для одиночных. И мы сегодня попробуем 3 человека переплыть. Посмотрим, что будет. Так, щели я не заделал, как были, так и есть. Он, в принципе, мне пока не нужен. Мне высота борта нужна, чтобы поставить доску и уже, как сказать, сидеть было удобно. А так все нормально. Вода не заходит, когда иду. Но задней части, вот где вот щель, там я прибью жестянку. Это надо, вот когда ты резко отталкиваешься, может там корма вот так спуститься в воду и может хлебнуть так. А в принципе пока все нравится. Ну, по ходу там, если будет где-то заходить вода, буду заделывать. А лишний груз сейчас прибивать не стану. По герметичности вообще огонь получилось. Там вот несколько капель воды. Это когда я спускал на воду, как-то резко он хлебнул так. Ну, острие, нос. А так вот нигде ничего не протекает. Нигде. Как я делал лодку, вы видели. Чем я мазал обычной краской. Вот так все выглядит. Вот эта лодка здесь я оставлю и буду уже осенью переходить. Речку он легкий, как вы видели, я в одиночку без проблем закидывая на машину, с машины. Я просто я перейду речку, обратно подниму, вот здесь буду оставлять. Вот для этого я и сделал, чтобы переходить речку. Ну, сейчас осень на дворе. На дворе осень, и сейчас у меня почаще будут походы на другой берег. Сегодня погода штормит. 13 августа. Погода ветреная, но хорошая. Ну, знаете, в кофте и вообще не жарко, ничего. Комаров меньше будет. Сейчас схожу я домой, мы соберемся и, как сказать, уже сходим за грибами. Так что сегодня будет поход за грибами. И вам желаю приятного просмотра. Также не забудьте оценить лайками, дизлайками, что заслуживаю. Ну и пишите комментарии, как вам эта лодка. Мне лично нравится. Делайте как я, и все у вас будет хорошо. Я плохие советы никогда никому не посоветую. Что проверяю, самостоятельно своими руками делаю, то и показываю. А не выдумывая что-то. Вот. А там уже сами решайте, как жить. Вот. Вообще нормально. С таким кормом я первый раз делаю. Обычно вот так я делаю с обеих сторон. С обеих концов. Длина лодки вообще тоже нормально получилась. Ну, одни плюсы. А там жизнь покажет. Будем ходить. Видно будет. Ладно, ребят, я сейчас бегом домой и вон туда сегодня. Где-то 7 километров в одну сторону, 7 километров в другую сторону. Километров 15 сегодня пройдем. Да, еще добавлю, я забыл сказать, вот такой шнур, фал, такая веревка капроновая, хорошая, 8 миллиметров я прикрепил. Ну и такая вот причалка у нас называем, вот такую сделал. Приварил на скорую руку, там болгаркой
болгаркой заострил вот так. Заострил. Здесь вот такой угол. Ну и для веревки вон там еще приварил. Так взял, воткнул, и нет проблем никаких. Вот и все. Где-то 14 метров в секунду, наверное. Но ветрено чувствуется. Вообще класс погода. «230 килограмм груза. Потихоньку переплываем. Сейчас надает, что еще Азмон. Да, текти. Ну-ка, уже добавили. Ляпкает. Ну, мы уже ще Азмон. Ну вот первое испытание. Перешли речку. 3 человека. 3 человека 230 килограмм. Примерно вот так. Мы посчитали. 3 человека 230 килограмм. Но, как сказать, лучше переходить или ходить на этой лодке вдвоем. 3 человека чуть-чуть как будто уже больше груз. Ну, для 2 человек нормально. Для 3 уже маловато. Вот так. Так что первое испытание все хорошо прошло. А мы сейчас пойдем грибы искать. Мы сейчас были на первой избе, и такой картины я там не наблюдал. Здесь из-за засухи или я не знаю от чего, но листья уже вовсю начали желтеть. Вон как. Желтеет все. Мы только что зашли в тайгу. Слышно птицы. И у Дениса есть шагометр. Короче, ну, часы такие умные, что вот показывает, сколько километров мы прошли. И от дома до вот сюда, до кладбища имею в виду, именно до кладбища, вот там кладбище уже видно. Вот здесь мы зашли. Ровно километр. Это для себя тоже интересно, в принципе. Ровно километр, оказывается, до сюда. Мы пришли уже. Прошли. Быстро набирается километраж. Но сейчас мы примерно пойдем километров 7. И там уже тщательно будем искать грибы. Потому что поблизости здесь мы на днях были тоже. И тоже нормально так собрали. Нашли грибы. Вон какое место хорошее. Тропинки такие лесные. Вон. Боровики сейчас скоро вылезут. В сентябре обычно тут много боровиков выходит. От дороги увидел первого гриба. Вон он. Хороший. Ну вот, первый на сегодня. Отлично. Мы прошли примерно 2,5 километра. Я нашел один гриб, и молодые там нашли еще по одной, 2 штуки. Ну, получается 3 гриба. И вот возле такой борозды там еще один боровик большой. Но даже я не стал смотреть. Они до сих пор еще фотографируют там. Пускай фотографируют, потому что кто знает, может вообще уже не увидим сегодня именно боровика.
А так, хотя целый день впереди, еще будем бродить очень много. Надежда еще будет найти боровика. Такого молоденького, свеженького. Не такого крупного, чтобы он маленький. С хрустом, когда ломаешь их. Красиво. Тут болото с правой стороны. Ну и таежные дороги лесные. Кто-то на каракате, между прочим, поднялся, следы. И один человек перед нами еще след. Тоже, я не знаю, может за грибами, может за ягодами ушел. Появились дождевые тучи. Надеюсь, погода не изменится. Вон там идут. Конюк. Ворыш по-нашему. Короче, убийца боровой птицы. Ну, питается боровой птицей. Всех подряд режет. Боровую птицу, ну и зайца, все. Брусника местами тоже есть в этом году. Но пока она не созрела. Вон. Белобокие еще. Вот такие кучки. Так что шанишки брусничные ягодой можно испечь. На прошлом походе мы доходили до этого места. Вот туда еще заходили, там посмотрели. И грибов не так много тут. Но набрали 3 пакета. В принципе, лучше, чем ничего. Не знаю, как сегодня повезет. Тут курилка была, тоже уже сгнила, свалилась. Раньше сидел, тут я отдыхал. Ну, дальше сейчас пойдем, уже будем смотреть тщательно, проверять. Уже не будем по дороге идти, а по Яголю пройдемся. Тут все просто свалилось. Вот. Сколько километров, Денис? Сколько до сюда? Сейчас скажу. 4? 4 километра вот до этих мест. До этой курилки. Вон. 4 километра. Так что еще 3 километра примерно до Большого Яголя. Пожарные канавы такие вот вырыты. Это лесхоз делает. На таких местах боровики тоже выходят. Вон там красный гриб. Старенький даже смотреть не стану. Крупные не хочется даже и брать. Если попадет, только мелочь будем брать. Старый выход был вон. Вот там что-то более-менее красное. Вон они спрятались где. 3-4 штуки. Тоже крупные, блин. Но не хорошие. Бесполезно проверять. Ну, не хочется такие брать, ребята. Они вроде хорошие, но, блин, тут съедобно очень мало. Вот это, как сказать, губка очень толстая. Сама водянистая уже стала. И пока будем капризничать. По пути можно чернику в рот закидать. Вон он. Он сладкий тут. Да и вообще он спелый. Вот когда от листва вот так уже краснеет, он уже говорит о том, что черника созрела. Тут собирали тоже. Конечно, народ не спит, но после них очень много еще остается. Мои там совсем отстали. Я им сказал правую сторону проверить. Что-то долго уже не идут. Вот начинаются яголевые места хорошие, сухое. Вот я одет, как и в прошлый раз, в таких бутсах. Я увидел гриб. Такой малюсенький, самый это. Вот он нам и нужен. Так что он, короче, надо сломать, проверить. Хороший. Вон там большой. Крупный тоже смотреть не стану. Но подошел, может, где-то еще рядом. Мелкий есть, вон там тоже большой. Вон они.
гиганты. Такие. Даже время тратить на это не стану. Вон они. Тут, блин, оказывается, ранний выход тоже был. Грибы-то есть, но крупные, червивые. Вон они. Пока один у меня. Но этот еще можно проверить. Нет, водянистый какой-то. Такие грибы надо в корзину собирать. А я в пакет собираю, и они там просто будут мнуться. Так, где молодежь у меня, блин? Куда они отстали, я не понимаю. Вон они, оказывается, уже близко. Тоже в пакетах уже. Видно, что что-то нашли. Пакеты развернули. Вон он, ребят. Достал нож. Ой, ножом буду проверять, фиг с ним. Еле как. До хрена этих. Этого мяса, блин. Этот кусок возьму. И этот наверное, возьму. Остальное оставляем. Грибов, к сожалению, пока нету. Я нашел брусничное поле. Вон, смотрите. Красота. На яголе так красиво. Вон. Прям очень много их. Все это красным красно будет. Вкусная ягода. Смотрите, какой нарост на дереве. На сосне. Обычно на березе вот такая вот зарастает, а вот это на сосне возле этого, как сказать, возле корня. Какие-то вот отметки. Это Z. Не знаю, что тут. Это, знаете, блин, этому дереву, наверное, этой отметке, наверное, 100 лет. А тут Z стоит. Надо же так. Смотрите, как красиво. Хороший лес тут. Пока не вырубили. В прошлом году очень много было тут боровиков. Но пока не сезон. Ни одного сейчас нету. И красноголовиков тоже что-то я не вижу. Старый или новый выход, ничего нет. Дошли до основных яголевых мест, где очень много яголя. Бор такой. Вот здесь будем также искать. Ну, там пару штук, старый выход грибов только видел и одну сыроежку. И все. Чистый. Везде старый выход. Уже гнилые, высохли от жары. В прошлом году я тоже тут снимал для вас. Вот тут место, где был пожар. И смотрите, новый яголь выходит уже. Ну, все зарастает новым яголем. Очень много грибов выходило вон там. Кругом. Смотрите. Старый выход везде. На улице ветрено, что даже в тайге здесь, где густой лес, прям ветер вот чувствуется. А вон мелкие, 2 гриба нашел, ребят. Новые, свежие. Вдруг как-то на глаза попались. Вон они. 2 красавчика. Пробуем. Он тоже уже вот ножки берем, а он гниль идет с корня там.
Поэтому лучше сразу ножку оставлять. Не надо эту красоту домой тащить. Вон он, мясо. Просто шляпку берешь и все. И сотню раз не надо мне писать, что от этого грибница погибает или еще. Вот старый гриб. Гниет. С ножками и со всеми. От этого ничего не случается. Никакая грибница от этого не погибает. Это просто зависть, человеческая зависть пишет вот и все. Что вот так не делаем неправильно, здесь что-то неправильно делаем. Все правильно. Понятно, если там бочку солярка, когда туда заливаешь, цистерну солярка, там нефть, вот это да, все. Там гиблое место. Это сотни тысячелетия надо, чтобы это место восстановилось. А грибница, даже вот смотрите, пожар был, пожар. Здесь вся земля горела, а гриб выходит. И очень много. Даже от пожара, от огня ничего с корнями грибными не случается. Когда вы это уже наконец-то поймете и услышите меня. Вот. Так, там, короче, тупик, там болото. Пойдем налево. Сейчас мы цепочкой идем, 3 человека, ищем грибы. Ну, конечно же, наберем мы на суп или же на жаркое. Оно вот за такое количество потерянного времени, за такое количество пройденных километров, блин, в пакете на донышке, это говорит о том, что грибов вообще совсем мало. Ну, видать, еще недостаточно дождя. Надо, чтобы было больше дождя и земля, чтобы больше отсырела. Пока выхода нету. Но почаще будем ходить в лес. И рано или поздно попадем в такой период, что грибов очень много будет. Нам надо собрать как бы для заморозки. Заморозим в запас на зиму. И еще как бы надо еще высушить сухие грибы. Вот. Но если, конечно, будет урожай грибов. А сейчас пока их просто нет. Не успел заснять, так красиво этот конюк сел вот на эту сосну. Мы дошли до крайней точки. Здесь еще хороший яголь будет, такой бор. Тут пройдем. Точное расстояние на каденец. 7,5. Но пока мы бегали. Ну, 7 километров. Как и говорили, 7 километров. Ну, 7500 тут Дениса показывает, потому что он по сторонам еще грибы искал. Зигзагами ходил. Вот. Вон до туда сейчас пойдем по дороге. Здесь делянка старая, посажены саженцами. Тоже в прошлом году рассказывал вам. Здесь семенник такой оставили. Одно дерево. Долгожданчик. Такой красненький. Посмотрим. Да. Снаружи красивый, внутри гнилой. Вот так. Еще один. Вот этот хороший. Блин. Я вообще сегодня думал, буду только мелочь брать. Я смотрю, придется и все остальное, что попадет, возьмем. Вот это уже поганки. Я думал, там маленькие грибы. Ни хрена. Ну, вдоль вырубки я прохожу. Там будет потом дорога, тропинка к реке, которая ведет. Вот такая лесная дорожка. Ну, раньше видно, наверное, там тоже сено, может, заготавливали или еще что-то. С чем связано, почему вот такая дорога туда ведет. Ну, сейчас там избушка там построена уже. Ну, все так какая-то делянка была, вон. Вырубали лес.
где-то в той стороне. Вот один гриб нашел. Хороший. Повезло. Так потихоньку, не спеша, вообще не спеша, вот так иду. Просто иду и все. Тоже вот старенькие грибы. Потихоньку набирается. Тоже уже мягкий. Очередной. Ага. Видели? Вроде чистый. В то же время плохой. Два кусочка возьму еще. Старый выход. Какой гриб не встречается, он уже очень старый. Вон там тоже, я смотрю, есть. Этот хороший. Беру. Видели, какой ягель тут хороший. Белым бело. Как будто по снегу идешь. Ветер, комаров нету. Свежий воздух. Тропинки вот такие лесные. Гнилые грибы встречаются. Как и говорил, здесь таежная река течет, вон она. Мелкая. Хода нет. Тут, только на веслах, если на лодке. Или на резиновой лодке, но на моторке тут не проехать. Каждый раз говорю, что здесь не растится семга. И все время, каждый год он поднимается. Вот так. Иван-чай, смотрите, сколько. Тут такая поляна. Я думаю, тут тоже какая-то вот была, может, заготавливали лес, площадка типа была. Поэтому тропинка, вот дорожка идет. Вон там мы пакеты оставили в тени. Вон она. Всю зиму тут рыбачат. Если не знающий человек приедет, скажем, с города или с другого района, рыбачить на эту речку, будет бурить там лунки. Блин, воды тут нету вообще. Он просто убьет свои ножи от ледобура. И я тоже прошлую зиму я приходил, рыбачил. Мне не понравилось. Нету воды. Надо знать, надо ходить летом, ямы запоминать. И тогда уже зимой приезжать и рыбачить. А так, хариус, семга, всякая разная рыба тут водится. Так, на перекус мы взяли, сейчас столик покажу. Такой столик. Огурцы, яйцо отваренное и еще хлеб. У нас еще чай в термосе. Ну что, молодежь, давай. Подкрепиться надо. Вон яйцо, хлеб. Термос еще достану. Красивый. Мусорные мешки, запасные мешки взял, думал, грибы тут мы наберем сегодня целый вагон. Но... Это от подписчиков термос, подарок. Угу. Да, такой. Держи. Я не хочу. Надо Не буду. облегчить этот рюкзак. Я буду.
Держи, я сама возьму. Что принесли, надо все съесть. Тебе так не страшно? Ничего, нормально. Денис, чай. Ой, это мне? Да-да-да. Спасибо. Не сразу стакана выпью. Сладкий класс. Сладкий? Угу. На термос, наверное, я 10 сахара Угу. положил. Не знаю. Мне-то... Я сейчас тоже не так сладкий пью, но раньше я Да, сироп не пил. сладко. Сироп пил. Еще осталось. Одним словом, не буду больше болтать. Пьем чай, перекус и дальше собирать. Здесь пройдем. Весь Яголь, может, до избушки еще дойдем. И обратно пойдем. 7,5 километра. Или сколько там уже сейчас? 9. Или 9? У него 9, у меня 7,5. 7,5. Он много ходит. Или у вас какая-то нестыковка в часах. Кому верить, не знаю. В следующий раз я сам навигатор возьму, свой, охотничий. Этрикс 20. Он с точностью до миллиметра показывает. Наверное. Вон они, сыроежки. Это, оказывается, тоже съедобные грибы, но я не пробовал еще. Старые грибы. Пока после обеда я нашел один гриб. Встречаются вот такие старенькие, но таких чистых нету. Вот и мне встретился такое вот место, где проверяли грибы. Значит, ребят, кто-то тут тоже ходил, как и мы, искал. Так что грибников хватает. Мы пришли на избу. Года 2 уже тут мы не были. Давненько. Вот тут также течет река. Здесь столик такой. Вот тут небольшой такой омут. И река вот оттуда идет, течет. Ну, давайте еще посмотрим. Опа! Чором заракарка. Вот такая изба тут. Вот. Прошлый раз, когда вот, ну, давно, я 2 года, говорю, уже не был здесь. Прошлый раз только вот это окно было. Вот хорошо, что еще добавочно сделали второе окно. Это все правильно. Как бы светлее стало. Изба высокая. С моим ростом. Тут, короче, как и было, вроде как железная печка, крыша, и труба из кирпича. Там заделали угол глиной, чтобы теплее было. Тут, короче, ой, сковорода почему-то упала. Сюда повесить. Ну,
как обычно, тут икона. Но самое главное, мне понравилось, что вот окно сделали. Чуть-чуть надо было, конечно, пониже, вот на это бревно. Но все равно. Самое главное, светлее стало. Тут не тканка. Начинали обшивать, не закончили. Матрас, одеяло. Пол какой-то вот, что-то неровный. Не знаю, что случилось, почему так. Вроде не затапливает это избу, а может и затапливает. Весенней водой. Мусор, конечно, тут бутылкой. Вот так. Ну, обычная охотничья изба. Для рыбалки. Когда рыбачишь, переночевать. Тут небольшой запас продуктов. Вот. Ладно. Основное показал. 2 чайника еще тут. Короче, перетарили все это. И вот такое количество грибов на данный момент. 1 пакет. Вот. Сейчас уже будем возвращаться обратно домой. Мы пока возле избы. Топор нужен. Ну, основное тут уже набрали, наверное, остатки. Вот. Даже здесь, наверное, свежие. Вот. Новое образование. О. Опа. Шляпа упала. Да? Так и добываем. На заварку уже набрали. Вон они. Почистить. И вот вам чай, выживальщики. Тут твердый, без топора невозможно. Там 4 штуки или сколько там было? Вон еще одна. Где-то еще должна Вот быть. еще одна вижу. Да. 3 нашла. Знаешь, как этот, набираем кедровые шишки. А вон еще один. Смотри. Отвезешь в Питер и будешь чай пить. Это, наверное, На микру отвезу. А. На микробиологию отвезу. на микробиологию. Микориза. Вон она. Все, ништяк. А что, пакет? Запаха никакого нет. А это отдельно пакетик, наверное, маленький. Вон он, красавчик какой. Вообще он классный. Некоторые вот черноту заваривают. Я обычно чищу полностью до коричневого цвета. Угу. Вот здесь тоже давно коричневый. Ну, да. Но этот высох, а бывает он, как сказать, в дождливые дни он отсыреет и легко чистить. Так, маленький пакет надо найти. Попали в черничный рай, смотрите. Вот это черника тут. Вот это да. Смотрите, сколько черники. Вон он. Просто наемся тут. Целое поле. Вот смотрите, целое поле. Все черника. И самое главное, на ягелевых местах черника сладкая. Просто наедаюсь. Ведро ничего не взяли. Ягод дофига тут.
Смотрите, как дерево растет. Ветром повалило его. Вон. Вот. Это верхушка дерева. Потом это дерево пошла вверх вон так. Вот такие дела. Стремится дальше жить, несмотря ни на что. Так что берите пример. Не надо ломаться, надо жить дальше. Ну, наконец-то. Вон он. Один. Сырые, блин. Не, пока донесешь, вообще он тряпка будет. Вот этот возьму еще. Этот тоже не очень, тоже не буду брать. Вот один возьму. Вот прошли после чаепития вот прошел сколько, и я нашел единственный один гриб. Больше ничего я не нашел. Уже возле дороги сейчас мы будем выходить. Не знаю, там молодежь сколько набрал, но основное мы грибы уже в рюкзак спрятали. У меня даже пакета с собой нету, вон. Единственный. Ну там посчитаю, сколько у них примерно. Но вот один пакет, как я показал, возле избы там набирали, когда в эту сторону шли. А на выходе единственный гриб. Так, короче, вот один пакет, там штуки 6, наверное, грибов. И второй пакет. Тут, наверное, примерно так же. Штук 4. Ну, не больше. И у меня вот один. Все. Больше нету. Это на обратном пути столько мы набрали. Красиво. Да. Все красиво. Хорошие, красивые фотографии получились. 10 минут перекур и пойдем обратно. 7 километров еще топать нам. Там по пути возле дороги у нас еще грибов 4, наверное, осталось, которые мы оставляли по пути. Сейчас возьмем обратно. Ягодь уже высыхает, вон, хрустит. Какой хруст такой. Чистый. Вот это удивил меня, этот гриб. Денис, аддиотикас. Чистый. Вон он. Чистый. Решили еще к реке сходить туда. Знаете, где я зимой с палаткой отдыхал. Вот туда и сходим. Ну вот, ребят. Вот то самое место, где я зимой был с палаткой. Ну и еще второй раз приезжал на рыбалку в это же место. Лавочка до сих пор еще есть, никто не раскидал. Как бывает, там люди разные. Вот здесь я рыбачил, пробовал, вон там всплеск небольшой жиганчик, наверное, там мелкий хариус. Вот такая река, там вообще на повороте вся река высохла, тут небольшая яма. Вот тут я и отдыхал. Эти нары были в палатке. Дровишко ставил. Пока ходили, нашел только один гриб. Любопытный зверек. Норка. Похоже на норку. Он сейчас покажется вам. Ага. Или норка, или похоже на норку. Да. Любопытная. Осторожная.
Ой, классно стоит, Да. Наверное, нора там у него, может там. Держу детки. Да. В комментариях обязательно напишите, что за зверек. Вот нижняя часть белая, сама коричневая. Вон он. Наверное, норка или, ну, или горностай, может. Он сейчас у горностая тоже коричневый цвет для там. Возможно, даже горностай. Но крупнее горностая. Да, наверное, там все-таки у него кто-то есть. У нее. Может, одна, может, там полное гнездо там под этим бревном. Вот так. Ну вот, добрались до реки. Все хорошо. Лодка на месте. Фух, солнце. Пляж пустой, никого сегодня нету. Мотор кто-то потерял под водой. Ну вот и все, ребят, батарейка разряжается. Основное поснимал, показал. Ходили за грибами, нормальное количество набрали. Испытали лодку. Первый раз переходили речку на этой лодке. Вот здесь я так и оставлю. Будет лежать. Нужно, как сказать, когда буду ходить на другой берег, буду спускать и переходить. Вот. Ну и всем пока и ждите новые фильмы. До новых встреч. Будьте здоровы.